Глава 83. Вместо Луны на перевал? Что же происходило с запуском ракет в 1959 году? Одним из руководителей советской лунной программы был Борис Евсеевич Черток, заместитель Королева. В своем громадном трехтомнике «Люди и ракеты» он подробно описывает эту эпопею и приводит такие данные. За год, с 23 сентября 1958 года по 4 октября 1959 года было проведено 7 пусков по Луне. Так что лунная программа началась не в январе 1959 года, как считает Карелин, а в сентябре предыдущего. Из 7 стартов лишь один был частично удачным. Однако даты неудачных пусков и близко не приближаются к 1 февраля. К тому же неудача – это отнюдь не неудачный пуск. Ракета стартовала, брала курс на Луну, но не достигала ее. Черток приводит такой факт. Ошибка в определении скорости ракеты всего на 1 метр в секунду, то есть на 0,01% от величины полной скорости, приводят к смещению точки встречи на 200 километров. Такой же результат дает 10-секундное отклонение времени старта с Земли от расчетного. Потому ракета, запущенная в сторону Луны 2 января 1959 года, прошла мимо нее на расстоянии 6000 километров. Карелин пишет: «Вполне вероятно, что февральско-мартовские запуски 1959 года – это серия, сведения о которой до сих пор остаются секретными. О них все еще ничего не рассказано». Ничего секретного нет. Черток приводит все даты пусков. Следующий после январского пуск по лунной программе состоялся 18 июня. И закончился он аварией 2-й ступени. Удачным оказался пуск 12 сентября 1959 года. На Луну был доставлен металлический вымпел с гербом СССР. Удача была тем важна, что как раз в эти дни начался визит Хрущева в США. Он подарил президенту Эйзенхауэру копию вымпела, доставленного на Луну. Так что лунная программа остается вне подозрений. Генерал-полковник Есин вносит ясность по Плесецку. Теперь ОР-7, знаменитой «семерки» Королева. Конструкция ракеты, разработанной в середине 50-х годов, оказалась настолько удачной, что она служила и в 21 веке. Но этап испытаний был тяжелым, нервным. Черток приводит такие цифры о работе над «семеркой» в 1959 году. После января в лунной программе наступила передышка. Полигон вернулся к летно-конструкторским испытаниям Р-7. За этот период состоялись пуски 9 ракет. Черток приводит даты пусков. В дни трагедии с группой Дятлова пуски «семерки» не производились. Да даже если бы ракета, стартовавшая в Байконуре, вдруг сбилась с курса, ее траектория никак не могла пролегать над Уралом. И уж тем более она не могла огибать горы и возвышенности. Как утверждает Биенко, следователь Иванов эту версию отрабатывал. Иванов писал в Министерство обороны СССР, не являлись ли яркие летающие шары, про которые рассказывали очевидцы, боевыми или космическими ракетами, или еще какими летательными аппаратами. Послал запрос и не надеялся на ответ. Но ответ пришел быстро, буквально через пару недель, чему Иванов был страшно удивлен. В нем было написано, что никаких запусков ни в этот район, ни в этом районе
не производилось. К сожалению, этого ценного документа в деле нет. А жуть, как интересно на него посмотреть. Конечно, на это можно сказать. Понятно, что военные скрывали свои неудачи. Но вот бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Есин в интервью «Комсомольской правде» сказал: «На полигоне Плесецк, который ближе других находится от места, где погибла группа Дятлова, в феврале 1959 года могли проводиться летные испытания единственной баллистической ракеты Р-7А. Других баллистических ракет в то время на этом полигоне не было. В качестве компонентов ракетного топлива ракеты Р-7А использовались керосин как горючее и жидкий кислород как окислитель. Поэтому любая версия о том, что рядом с местонахождением группы Дятлова могла упасть ракета, у которой одним из компонентов ракетного топлива был гептил, несостоятельна. Трасса полета баллистических ракет при их пуске с полигона Плесецк проходит значительно более 1500 километров севернее того места, где находилась группа Дятлова. Залететь туда не смогла бы даже аварийная ракета, поскольку любая запускаемая с полигона ракета оснащается системой аварийного подрыва. При отклонении ракеты от заданной траектории эта система срабатывает автоматически и разрушает ракету, останки которой падают в пределах выбранной трассы полета ракеты. Трассы полета баллистических ракет, запускаемых с полигонов Капустин-Яр и Байконур, находятся очень далеко от того места, где погибла группа Дятлова. Поэтому априори исключается причастность этих полигонов к той трагедии, которая произошла с группой Дятлова. Районы падения ступеней ракет и самих ракет выбираются в безлюдных местах и на время проведения пусков ракет заблаговременно объявляются закрытой зоной. После каждого пуска баллистической ракеты специально экипированная команда прибывает в район падения ступеней ракеты и проводит работы по их нейтрализации от остатков ракетного топлива. В последующем, как правило, один раз в год или же в 2 года останки ступеней ракет собирают и утилизируют на месте, либо вывозят для последующей утилизации. Мне неизвестно о каких-либо случаях гибели или травматизма людей в результате падения ступеней ракет или каких-либо других элементов ракет. Так что лунная программа и ракета Р-7 имеют алиби и, как объекты обвинения, отпадают. Если у кого есть документальные и только документальные свидетельства, что в районе горы Атартен падали части ракет, я добросовестно с ними ознакомлюсь. Мифы множатся. Еще более фантастическим выглядит сообщение Согрина. Я возглавлял альпинистскую спасательную службу в Таджикистане. Где-то в середине 70-х годов к нам на Памир летом приезжал уполномоченный спорткомитета СССР по альпинизму Богачев. Он работал на каком-то секретном предприятии или НИИ. Вечером зашел разговор у костра о туризме, и я поведал ему подробно историю Дятлова. Привожу почти дословно его слова и ответ на мой рассказ. В 50-е годы мы сбрасывали отработанные ступени ракет в район Северного Урала, где они сгорали, входя в плотные слои атмосферы. Возможно, что-то долетало и до Земли. Дятлов стал свидетелем и жертвой этого зрелища, оказавшись по воле случая в непосредственной близости от сгорающей ступени ракетоносителя. Район этот был выбран нами, так как там на сотни километров нет ни жилья, ни людей, разве что случайные местные охотники могут забрести в те края. После этих слов все встало на свои места, все сошлось и получило логическое объяснение тем давним событиям.
ничто не встало на свои места. И логичного объяснения давним событиям уполномоченный Богачев не дал. Он, скорее всего, никакого отношения к ракетной программе не имел. А если бы имел, то знал бы. Отработанные ступени ракет невозможно навести в какое-то определенное географическое место. На тот же Северный Урал. При стартах ракет с Байконура отработанные ступени падали в восточном направлении, на Казахстан и на Алтай. Там местные жители приспосабливали части ракет для своих хозяйственных нужд. Сарай построить, лодку сделать.